Сегодня план действий таков. Максимально приблизиться к спящей красавице. В идеале, конечно, попасть на вершину, найти место, где поставить базовый лагерь для туристов, чтобы летом водить группы на спящую красавицу. Сегодня мы будем совершать путешествие на таких двух рысаках. BRP Скандик, мощный зверь, конечно, и легенда российского автопрома. Нет, не легенда, легенда это Буран, конечно, но это тоже русская механика, патруль 800, но четырехтактный. Так что готовимся, сейчас будем заправляться и будем стартовать. Такие цели и задачи на сегодня. Надеюсь, все получится. Друзья, это «Испытано на себе». С вами Сергей Козюра. Поехали! Любителей активного отдыха всегда привлекали горы. А в последнее время спрос на восхождение, походы и сплавы заметно вырос. В Нерюнгринском районе наиболее популярные маршруты для восхождения – это Сопка-Лысая, что в районе Беркокита, и чуть более сложный маршрут – на Самокитский цирк. А кто ездил по федеральной трассе Лена в районе села Иенгра с левой стороны, это если двигаться на север, наверняка обращали внимание на гору, очертаниями похожую на женский силуэт. Эта гора носит название «Спящая красавица». В своем предыдущем выпуске я упоминал о легенде, связанной с названием этого массива. Признаюсь, есть желание экранизировать эту ивенкийскую легенду, но ближе к лету. А пока мы пробуем прорваться по весеннему снегу к спящей красавице. Немного помыкавшись в поисках нужного направления, вышли на карьер. Остановка, у нас пит-стоп. Время чаепития. Как это? Как в Англии называют второй завтрак? Второй завтрак? Второй завтрак. Ланч? Ланч. Вот. Пробивались, ну, сказать честно, далеко мы не уехали. Но пока пробивались там, вышли на карьеры. И сейчас попробуем между карьеров варьировать. Подкрепившись, мы приняли решение двигаться к горе по лесной дороге, что ведет через бывший полигон переработки. Вот такие казусы нам приготовил весенний снег. Такой распадочек. Тут снега примерно по пояс. И наша бирпиха, которая шла лидером, тропила, чуть уперлась в бруствер. Надо сейчас скопать, а ехать туда. Патруль следом идет чуть попроще, но он тяжелее, и мы там вдвоем. Пока так. Время уже 12 часов, это мы уже 3 часа в пути, а продвинулись где-то километра на 1,5, наверное.
почти вышел, я спрыгнул. А вот я тоже спрыгнуть. Да? Его газу дать и все. Да, каждый. Слушай. Где это тут надо? На эту лыжу наступи. Надо прыгать. Ага. Ты попробуй. Только ты на него не залазь. Давай. А рядом просто газу дай, чтобы он заскочил и все. Давай. Давай. А ну-ка на тебя завалится, нет? Меня. Попробуй. Все. Не, подожди. Şabamın Baydın kızın alamam Baydın kızı demesi Tağı tık şabamın Tübünde baydın kızın alamın. Изрядно накопавшись, нас напугала предстоящая перспектива, и мы принимаем досадное решение разворачиваться. Но тут вмешался тот самый счастливый случай. Уже возвращались обратно и встретили друзей с города Нерюнгри, экстремалы на горных снегоходах. Поехали показать им дорогу. Кто-то увлекся и говорит: не покопаешь, не покатаешь. Такая разминка. На горниках тоже можно копаться. Конечно, в компании 3 крепких парней, да еще на горных снегоходах, можно было двигаться дальше. Немного пилили, чуть-чуть копали, но двигались. Сопроводив ребят до ближайшего к горе распадка, решаю разворачиваться и оставить штурм на завтра, так как физически был уже вымотан, а идти на штурм хотелось со свежими силами. Ну, собственно говоря, дела следующие. Вчера мы прорубились ровно половину пути, потом приняли решение возвращаться. Когда возвращались домой, встретили ребят из Нерюнгри, экстремалы на горных снегоходах. Нюргун уехал домой, а я вызвался с Юлей сопровождать ребят, помочь им протропить. И с ними доехали еще чуть дальше, примерно до этого места. Потом ребята поехали дальше, а мы уже вернулись, так как время уже близилось к вечеру. Сил уже были на исходе, так как с 9 уже.
А управлять по такому снегу утилитарником еще с пассажиром очень тяжело. Поэтому вернулись. Но вернулись ненадолго, только для того, чтобы переночевать и воскресным утром снова отправиться в путь. Температура заметно упала. Если вчера был +1, то сегодня -15. Наст. Снег покрылся настом. Ну, может, с одной стороны, это и хорошо. Но, как сказали ребята на горниках с Нюрки, что они вчера добрались до горы. И поэтому, думаю, сегодня нам будет проще по их следам прорваться. Так что день второй. Едем на спящую красавицу. Чуть-чуть снегоход, конечно, устает. Начинает греться, потому как наст твердый, снега рыхлого нету. Но останавливаемся, даем ему отдохнуть. Приготовление. Так, ну вон уже открылся вид, друзья, на спящую красавицу. Тут начинается лес, там в распадке, я помню, сланик начинался. Но вчера ребята были с ножовкой, с пилой. Сказали, что по следам они пропилились. Так что будем надеяться, что сегодня мы будем стоять на вершине. Поехали. Заехали в распадочек. Здесь хоть нету ветра, но видно, что ребята здесь искали выход к подножью на подъем, чтобы уйти. Вот, немножко попетляли. Сейчас мы смотрим, где они вышли. Там, да? Ага, ну все хорошо. 2 дня в этом приключении компанию мне составила Юлия Максимова. Иенгринка, эвенкийка, спортсменка, студентка. Юлия из тех девушек, что без труда в тайге разожгут костер, не используя при этом бумагу или фабричный розжиг. Эвенкийское воспитание. Кстати, за время моего пребывания в Иенгри для себя заметил и был приятно удивлен, насколько замечательная эвенкийская молодежь. Они все воспитанные, активные как в спорте, так и в культуре. С Юлей я познакомился на кастинге проекта «Голос Иенгра» в ноябре прошлого года, финалистом которого она стала, и с тех пор дружим. Она охотно помогает мне с проектами, взамен получая навыки работы с музыкой и видео, а теперь еще и туризм. Немножко перекусили. Здесь в ложбинке, укрывшись от ветра, здесь более-менее спокойно, пожгли костер, покормили костер, отдали дань горе, огню и готовы к штурму. Сегодня будем стоять на вершине, я так думаю. Ну что, поехали. Друзья, почти. Редкая панорама. И вот осталось нам сюда заехать. Наивысшая точка спящей красавицы. Сейчас попробуем.
туда мы поднялись на снегоходе. Сейчас решили здесь оставить его и вершину взять пешком. Юля уже убежала. Хорошо. Наст уже плотный. Идти более-менее. Даже летом, друзья, здесь сложнее, потому что курумник. В этот день, по вчерашнему следу, путь на спящую красавицу не составил особого труда. Через 2 часа после старта мы уже стояли на вершине. Пару слов о технике. Снегоход «Тайга-патруль», класс утилитарный. Производитель позиционирует его как экономичный трудяга, под капотом которого V-образный 4-тактный двигатель объемом 800 кубических сантиметров на 60 лошадиных сил. Инжекторная система подачи топлива обеспечивает экономию и запас хода на 250 километров. Заправив 20 литров бензина, мы 2 дня ни в чем себе не отказывали. Ширина гусеницы 600 мм позволяет уверенно идти по глубокому снегу. Из недостатков — на тихом ходу греется, и приходится либо остужать, делая остановку, либо разгонять. Можно, конечно, и сойти с путика в снег. Помогает. Я благодарю компанию МУП «Иенгра» в лице Решетняк Сергея за предоставленный снегоход. А на этом у меня все. Всего вам доброго и до новой встречи.